Его нельзя не сказать. Ваш вильгардский человек, он уже в школе-то считался Ломоносовым. Мы, учителя, говорили, это наш будущий Ломоносов. И он не подвел нас. Как никому надо на уроки ходить. Пусть кто-нибудь другой бегает на конюшне, только не ты. Ты будешь великий ученый какой-то. Он говорит, ну зачем мне это, я люблю лошадей. До чего мне было трудно убеждать его, что ему надо учиться. Я говорю, ты будешь поступать в самый лучший вуз страны, и тебя первого примут. А мне зачем это, если я конюхом буду? И говорю, слушай, вот лет через 10 лошадей будут кормить. Надо было знать химию, чтобы по этой формуле там разводить эту воду. А тебя не возьмут в конюхи. Придумал. Он потом и говорит, не знаю, происходит, но нарочно придумал. Я говорю, а может, я и правда верила, что тогда, а вдруг настолько у нас все это вырастет, в народном хозяйстве даже наука будет применяться, может, я и правда верила. Но я его сумела убедить. Когда он 10 класс закончил, я ей говорю, ну вот, теперь иди, пойдешь на конюшню, или в МГУ пойдешь. Смеется. Я только в МГУ, никак не ниже МГУ. И он поступал в МГУ, я к нему ездила в общежитие, когда он уже аспирантом был. Потому что ребята, его одноклассники, мне сказали, Сергей стал стилягой. Я говорю, не может быть, не может быть. Сергей не может стать стилягой, я в это не верю. Поехала в Москву, приезжаю, гляжу, давай рассказывай, как живешь. А что именно? Ну вот, я ему не говорила, что про него так сказали. Да и ничего похожего нет. Был простой парень, остался простой парень. И когда на моем 70-летии выступал, говорит, Прасковья, вы меня извините, я не научился говорить гладко и красиво. Я говорю, Сергей, ты в 10 классе отлично говорил. И не надо учиться говорить гладко и красиво. Надо говорить умно, надо говорить о том, о чем ты хочешь сказать, чтобы тебя все поняли. Ты всегда это отлично делал, ты молодец, что не научился говорить казенно. Переписывались, он в Академии наук в Москве, знает, и взял. А потом из них выбрал три письма и отдал в Вильгардский музей. И здесь в Вильгардском музее какие-то 3 письма его ко мне лежат. Очень интересно. И похоронили его здесь, я его хоронила. А когда у меня сын уехал на Чукотку, я подруге своей, и Петровне Бобраковой, кто знает, кто это такая, художественный руководитель оперного театра, мы с ней 56 лет жили одной жизнью, как 2 сестры сросшиеся. И когда я около гроба ее стояла, мне хотелось лечь к ней. Я об этом написала уже в стихах, и это в другом произведении, в новом, что мне хотелось лечь рядом с ней в гробу. И она тогда была цветущая, живая, и я говорю, и Петровна, Ленечка говорит сын, что если я умру, то он не сможет, может, не приедет хоронить меня. Там у них по месяцу такие бураны, что не летает самолет. А другого транспорта нет у них. Они самолетом только летают в Чукотку. Скажи Сергею, чтобы он взял на себя это. Ладно? Она ему и сразу и сказала. А он говорит, пусть Прасковья не беспокоится. Все будет как надо. Все было как надо. Дохоронил-то его я. Я не могла в зал зайти, где гроб лежал. Это был огромный зал в университете. А потом, когда, наконец, все-таки смогла подойти, когда зайти в зал, не сразу кричала. Ой! Закричу и убегу. А потом, ну надо же, я должна. И подошла к Жене рядом, села. А потом сын и дочка подошли ко мне, говорят, вы Прасковья Ивановна? Я говорю, да. Папа так много говорил о вас. Я говорю, спасибо, ребята, спасибо, ребята. Вот, все насмотрелась на Сергея. Его похоронили здесь, я хоронила. А библиотека при первой встрече я подарила, наверное, ту зеленую книжечку, которую я сейчас ищу, спрашиваю, которую мне сын в Москве сделал. И там написано, я обращаюсь ко всем вильгардским читателям с просьбой не забыть, что на кладбище в Вильгарде похоронен великий человек Сергей Иванович Худяев. Я надеюсь, что она не будет брошена и забыта. Я планировала это обязательно здесь сегодня сказать. Все поколения вильгардских
должны гордиться, что у них на кладбище такой человек. Я не видела, какой памятник, кто ему поставил. Кто, знаете, если бы это в городе, это бы поставило правительство. А тут я не знаю, кто был на кладбище, кто видел памятник. Все очень достойно. Хороший памятник. Достойный, Родственники есть. Хороший? Да? Я сейчас не будет возможности. Я с трудом. Примите самые сердечные поздравления с Днем поэзии. Вы настоящая поэтесса. Вы прекрасно читаете, умеете завораживать зал. Спасибо вам огромное. И этот букет от Олега Авросича, я ждал его, он сказал, возможно, сможет прибежать, но, видимо, не смог. Это тот самый, который Да, недавно стал, да. о котором в газете было написано, что он сам был участником самодеятельности, Да. и там был и поет, и пляшет, все на свете. Это наш родной человек. Вот. И вот такой небольшой ангелочек. Кстати, этот ангелочек сделали мастера села Шошка, а Шошка находится рядом с Нючевым, поэтому вот этот ангелочек вам... Будет коллекция теперь ангелов.